Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку. Тым не менш, наш гость, прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жыгар з намі у студыі. Прывітанне, Владимир. Добрый день. Владимир загадкава усміхаецца, я ведаю чаму, але тым не менш не ўсе таямніцы мы можем вам раскрыць, як это звычайна у вас кажется, да? Владимир, мы сустракаемся звычайна з той нагоды, што на YouTube канале Белпола, на які раю усім подпісацца, спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма, выходзіць чарговае расследаванне, і мы абмяркоўваем больш шырока пра тыя звесткі, якія вы атрымалі, тыя высновы, да якія па выніку гэтага расследования прыйшлі. Гэтым разам нічым таким грандыёзным вы нас пакуль не парадавалі, але тым не менш падставы для сённяшняй размовы ёсць і сустрэчы, і размаўляць ёсць пра што. Але пачнем з таго, што было зроблена раней, але да гэтага часу яшчэ вы і відэо выстаўляеце, і абмеркаванні ідуць, і рэакцыя ёсць. Я кажу пра тыя інтэрв'ю з ваеннапалоннымі беларусамі, якія воевалі на баку Украины, вы записали падчас сваёй апошняй поездки у Киев. Шмат абмеркаванняў, як я уже сказал, нават вінавацяць вас у тым, что вы методами губазіка дзейнічалі, маўляў, чым адрозніваецца вот ваше відео от там губазікаўскіх запісаў у пастарунках ці там інтэрв'ю, якія записываюць у беларускіх турмах. Чаму гэта ўсё ж таки важно? Чаму вы гэтую тэму працягваеце яшчэ обмерковывать, поширать и анализовать? Ну, это очень важно видеть всем белорусам, что их ждет, если они пойдут воевать за деньги, либо они пойдут воевать просто там, избегая наказания в российских тюрьмах, то есть они начнут воевать на стороне агрессора против Украины. Каждый белорус должен понимать, что их ждет, что будет. И в действительности эта информация разлетелась очень хорошо, там более миллиона, там 1 200 000 просмотров, если брать в совокупности по всем нашим соцсетям, по всяким упоминаниям и охвату аудитории. То есть это очень-очень хорошие, скажем так, цифры. И, повторюсь, это важно понимать, потому что у нас очень часто смотрят на белорусов как на таких... То есть мы там... Все такие аккуратные, спокойные, что мы, в общем, никогда в жизни... Нет, вот здесь вот реальное положение вещей вот такие есть белорусы. Если говорить про Губоп и то, как там вот эти видео делались и как это происходило у нас, ну, это даже нечем здесь говорить или нечего сравнивать. То есть каждый человек приходил, ему объяснялось, кто мы, что мы будем спрашивать. Если человек хотел отвечать на вопросы, он говорил, да, я согласен, и начиналась запись. Если человек был не согласен, он спокойно уходил без каких-либо мер в отношении его в последующем. Безусловно, мы собираемся и дальше, общаясь с нашими, то есть взаимодействуя с нашими украинскими коллегами, делать такие видео. В следующих наших поездках мы обязательно вернемся туда и будем общаться и с другими белорусами, которых мы не успели именно заснять, но успели с ними пообщаться. Может быть, какие-то будут новые люди, новые белорусы. Мы будем задавать и дополнительные вопросы, то есть будем как-то уже, все-таки уже опыт какой-никакой будет накапливаться, и мы это будем показывать. Сейчас мы, да, у нас было такое одно сборное видео, сейчас мы больше показываем именно так комплексно по каждому интервью, там будет больше таких моментов. Я думаю, там еще будет после этого еще какой-нибудь один материал, который мы покажем, в общем-то, быт самого этого места, где они находятся. Ну і можа быць, каб яшчэ трошечку украінскую тэму, мы з вами таксама мінулы раз калі сустракаліся, я у вас так спрабуючы выцягнуць з вас інфармацыю, пытаўся, там Зеленскаму дакладвалі пра тое, якія прадпрыемствы, якія там што ля украінскай мяжы будуюцца аб'екты, інфраструктура і ўсё астатняе, ці не ад вас інфармацыя, вы так загадкава мне сказали без каментароў. І вось я читаю: 10 ліпеня спікер дзяржаўнай памежнай службы Украины Андрей Демченко заявіў: украінская выведка фіксуе развіццё вайсковай інфраструктуры
інфраструктуры ў памежных раёнах Беларусі. То бок гэта таксама ўсё ж таки на падставе той інфармацыі, якая вами была перададзена, і ўвогуле ваша ацэнка того, что там адбываецца в этой памежнай инфраструктуры. Ну, по поводу нас без комментариев, ничего не меняется, в общем-то. А если говорить в целом про Беларусь, то то, что сейчас происходит вдоль границы Беларуси и Украины, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими, там, условно, ретрансляторами, это, как я в прошлый раз говорил, это же это полбеды. Их, условно, можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию. Ось, до речі, акурат перад нашай сустрэчай з вами у нас быў эфір з Юрыем Дракахрустам. Мы таксама там трошку закранули гэтую тэму, правда, у звяз з тым, ці перакінецца вось гэты паліўны крызіс расійскі на Беларусь, ці будуць бойкі на беларускіх АЗС за бензін. І сярод іншых гаспадар Юрый сказаў, што украінцы, безумоўна, могуць ударыць па беларускіх НПЗ, якія працуюць на Расію, у тым ліку у значнай ступені сёння. Пакуль такога рашэння не прынята, і, кажа ён, хутчэй за ўсё прынята не будзе з улікам таго, што той беларускі бензін, які пастаўляецца, гэта капля ў моры тых патрэбаў, якія сёння мае ўжо Расія. То есть там дзённая патрэба ўсёй Расіі столькі, колькі Беларусь можа паставіць за год. Але ён кажа, самая вялікая праблема на Расію магло б паўплываць, калі б Беларусь спыніла ўсе заводы, якія працуюць на расійскі военпрам. Але гэта нереально. Это нереально? Это нереально. Ну, вот как вы себе можете представить, условно, вот это были предприятия, которые в основном производили какую-то гражданскую продукцию, ее продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который в принципе только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая — это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию. Ну, вось вы кажаце, это вялікая праблема, ну, с аднаго боку для рэжыма, што гэтыя прадпрыемствы, што гэтыя людзі будуць рабіць, з другога боку, как бы сапраўды это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для того, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае военпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні, у ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў. То бок атрымліваецца сітуацыя, што вы, ў прынцыпе, как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы. Ну, смотрите, есть такой вариант, да, но тут, оказывается, замаячил другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор?
останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, это же мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, о том, что вот есть вариант санкций, а есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос так, как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся. Но ведь так и может быть и с Беларусью. Не, ну вариант лепшы, конечно, калі пастаўляць няма кому, вот вроде с одного боку, с другого боку, вот вы кажаце, выбор такі альбо санкцыямі закрыць тыя прадпрыемствы, пакінуць людзей без працы, альбо санкцыйнымі украінскімі дронамі закрыць санкцыйнымі, да, закрыць тыя прадпрыемствы, і людзі все адно застануцца без працы. Але ёсць яшчэ і трэці бок гэтага пытання, на які звярнула ўвагу ваша апанентка Настасья Костюгова, што ну гэта зразумела, калі там ну прымаюцца рашэнне, там мы разумеем і тое, што мае права Украіна, але калі беларусы самі ідуць і падказваюць, куды страляць, перадаюць інфармацыю, маўляў, ну гэта как-то вот не вельмі добра, дакладней вельмі недобра. Вельмі недобра. Ну, мнение Костюгова и всех их группы, то есть нам в целом по важности, оно находится где-то между Гайдукевичем и Конопатской. Те люди, конечно же, забывают, с какой территории действительно началось вторжение. Кто осуществлял помощь, разведку и какая, в общем-то, ответственность лежит на белорусах. Потому что не надо только говорить, что речь идет о Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те белорусы, которые ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень многое. Во всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И, понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы, там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Ці люди прямо, ну... Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, каб вот тое, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси. Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать «ай-яй-яй». Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе – это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, так пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, в общем-то, все есть как есть, а мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что
ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе. Я, в общем, описал их действия, их деятельность в своем посте в Фейсбуке тоже. И вот это постоянное утверждение о том, что в Беларуси стало репрессий меньше. Ну, понимаете, люди, которые называют себя экспертами, выходят на уровень того, что вот у нас репрессий стало меньше, потому что у нас якобы меньше вот политических заключенных. Хотя сами правозащитники говорят, что они знают о 2-3 людях из 10. Но что значит репрессии? Репрессии — это только лишь политические заключенные? Или, например, те, кто освободился по истечению уже срока, они не могут устроиться на работу, не могут сделать банковские карточки, сим-карты, восстановиться на учебе, например. Целые просто пласты белорусов, такие по делу там, того же самого Гаюна, сейчас ЕГУ, попадают под репрессии. Постоянно обновляются списки экстремистские, террористические, так называемые. Это заочное судопроизводство. Меньше ли у нас стало репрессий? Нет, у нас не меньше репрессий не стало. Но при этом вот эти заявления, что у нас репрессий стало меньше, мало того, что они не соответствуют действительности, они в конечном итоге потом портят жизнь для белорусов, которые, убегая от этих несуществующих, по их мнению, репрессий, в Европу, и они не могут легализоваться, как было вот сейчас, в том, что официальный ответ из Ужонда до справ туземцев, что репрессий в Беларуси стало меньше. А как делают польские вот эти все управления? Они смотрят информацию в открытых источниках, и им не очень важно. Там кто-то говорит, что репрессий стало больше, кто-то говорит, что уровень остался такой же, кто-то говорит, что меньше. Но исходя из той тенденции, которая есть, они находят законное, скажем, основание, законный аргумент для отказа человека в предоставлении ему международной защиты. И получается, что человек, который, наверное, убегает из Беларуси, я таких случаев просто сам знаю много, мы, как Белпол, делали такие справки для людей, чтобы они потом подавали эти документы непосредственно в Ужонд, когда у человека мало, практически нет никаких доказательств о репрессии, но ты знаешь, что это правда, и человека нужно как-то провести, помочь, чтобы он в конечном итоге получил эту международную защиту. Сейчас это работать не будет. И не эти ребята из кооператива «Родина» будут заниматься помощью белорусам. Они больше занимаются такое чувство, что не вот получением большего количества виз для белорусов, а как бы повышению возможностей транзита калия через территорию Европейского Союза. И уж, скажем так, не им, не этим людям нам говорить, что делать. Ну, все ж таки, закрываючы гэтую тему, два моманта. Першае, я у Касцюговай удакладніў, калі вот мы з ёй размаўлялі, што можа быць тое, што у украінскага боку, дзякуючы Белполу і яго інфармацыі, будзе больш аргументаў, каб прымусіць Лукашэнку задумацца і здаць назад. Можа быць, гэта у гэтым накірунку і правільная пазіцыя Белпола перадаваць інфармацыю. Вот, і яна кажа, што я разумею, што тыя заводы, прадпрыемствы, якія працуюць на Расію, гэта законныя цэлі для украінскіх войскаў, але украінскія войскі самі могуць інфармацыю знайсці, здабыць пра тое, хто працуе на Расію. Украінскія палітыкі самі могуць прымаць рашэнне наносіць туды удары ці не наносіць, а не справа беларускіх палітыкаў спрыяць, падштурхоўваць ці нейкім чынам заахвочваць ці супрацоўнічаць у накірунку нанесення гэтых удараў. Не, я понимаю, запахло жареным, и сразу же начались такие аргументы, но мы, слава богу, не политики. И мы, в общем-то, совестливые люди, мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы прекрасно понимаем, что намного, повторюсь, проще там говорить о том, что вот давайте мы задонатим белорусским добровольцам, хотя они тоже про это не говорят, но в целом, да, намного проще, чем действительно создать условия, при которых тот или иной снаряд, который произведен в Беларуси, не попадет на фронт и не убьет какое-то, даже одного человека. Мы ответственны за то, что происходит в том числе. Это с Беларуси началось вторжение. Это белорусские военные проводили разведку Украины. Это белорусские военные оказывали всяческую помощь при вторжении.
Это на нашу территорию вывозились украинские дети с оккупированных территорий. Это наши. На территорию Беларуси выводится зерно, глина, поставляются микрочипы для различного рода ракет. Мы должны этому противостоять. Невозможно лечить серьезно запущенную болезнь подорожником. И не надо говорить, что если условно там лагерь уничтожал по 100 человек в день, а потом по каким-то разным причинам один день начал уничтожать не 100, а 20 человек, это значит, что он о чем-то додумался. Он понял, что он делает неправильно. Это не так. И прощать тут некого, и говорить здесь не с кем. У Лукашенко есть четкий, понятный вариант решения данного вопроса. Прекратить производство. Но он этого сделать не может. Это он себя загнал и всю страну в такую ситуацию. И сейчас он там стоит на очень серьезном шпагате. Потому что он прекрасно осознает, что отключить ретрансляторы — это часть проблемы. Отключить заводы — это нерешаемая задача. Калі вярнуцца да тэмы вось менавіта такіх адказаў на просьбу міжнароднае наданне статуса міжнароднай абароны, калі сапраўды мы абмяркоўвалі і з Вольгай Дабравольскай і з Михаілам Кірылюком гэтую праблему, у прынцыпе яны кажуць, і з офіса таксама прыйшло такое нам меркаванне, што гэта как бы так, утрыруючы, конечно, перегибы на местах, что это не такая установка, якую даў шеф міграцыі польскай, і зараз так вот будуць рэагаваць ва ўсіх ужондах па справах чужаземцаў па ўсёй Польшчы, а можа і не толькі ў Польшчы, как бы на месцах. Вы сапраўды думаеце, что вот гэта вынік дзейнасці вот той группы, якая працуе на... Смотрите, когда какая-то информация озвучивается, она попадает в паблик, она становится open source информацией. Любые эти ужонды, они не понимают до конца всего происходящего. Мы сколько разговаривали даже тут вот с другими государственными, скажем, органами Европейского Союза, даже они не до конца всегда понимают, что происходит в Беларуси. Поэтому они берут просто, они начинают, скажем так, анализировать информацию из открытых источников. И в открытых источниках есть информация, что да, в Беларуси репрессий стало меньше. Кто-то говорит, что больше. Но сейчас тенденция такова, что прошло 6 лет с событий 2020 года. В целом, та же самая Польша, которая когда-то была очень лояльна к белорусам, но тогда был один такой целостный информационный фон, который, в общем-то, там все говорили, что есть репрессии. То сейчас в контексте вот этих изменений в самой Польше, мы все прекрасно понимаем, да, какие это изменения. Если нужно найти как бы основание для отказа, любая информация из открытых источников, в которой говорится, что репрессий стало меньше, она может использоваться. Это не значит, что ты там важный, неважный, ты там решаешь или не решаешь, но любое твое слово, оно выпадает, вот как становится открытым источником, который можно использовать как аргумент. И его используют. И это пока не стало, скажем так, такой тенденцией. Просто бывают, может быть, перегибы на местах. Но разве эти люди, которые заявляют, что там санкции не работают, что Лукашенко — это президент Беларуси, и с ним нужно общаться, что там Беларусь, там Лукашенко не совершал военных преступлений, это эти люди будут решать проблемы вот таких белорусов? Нет, они не будут их решать, они никогда их и не решали. Это будет, да, заниматься там Ольга Добровольская, это будет заниматься кабинет, офис, юристы офиса, там НАУ, например, который Павел Павлович отреагировал буквально, я не знаю, там мгновенно. Мы там списались, обсудили определенные вопросы, и было отправлено письмо, и в качестве одного из аргументов был именно доклад Белпол о реальном положении дел в репрессиях, то есть в Беларуси. То есть это вот эти люди будут заниматься, пытаться как-то сделать так, чтобы и перегибов не было на местах, и это в такую тенденцию не вылилось. А не эти вот люди, которые заявляют о том, что безосновательно, ведь это же безосновательно. Ведь нельзя сказать, что репрессий в Беларуси стало меньше. Это с чего вдруг? Это обыски по делу ЮГУ. Это меньше стало репрессий?
Да, напрыклад, вось да бацькоў у кватэру да Саши Філіпенкі прыйшлі з гэтай нагоды. Постоянные, как мы видим. Вопрос в том, что репрессии видоизменились. И они стали, конечно же, за 6 лет они стали больше так скрываться самой системой. Но я разговаривал с правозащитниками, только 2-3 человека из 10, это, о них известно. А все остальные это люди. Но опять, о чем можно говорить, если эти же люди из этого же кооператива цинично говорили, что есть 1300, а остальным не повезло. То, в принципе, вот с их точки зрения, ну, все нормально. Наверное, действительно, меньше людей в списке официальном политических заключенных, ну, значит, репрессий стало меньше. Меньше уничтожают людей, ну, все, значит, мы все прощаем и переворачиваем страницу. Для них так удобнее, для них так выгоднее. Для них, они же, посмотрите, они не говорят ни про Украину, ни про реальное положение Беларуси вещей в Беларуси. Они не обладают информацией. Ну, вот они просто одно и то же повторяют о том, что вот надо разговаривать, нужно снимать санкции, репрессий становится меньше. Но так ли это? Нет, это не так. До речі, уже раз слово санкцыі прагучала, давайте вось з гэтай нагоды я читаю інфармацыю. Кая Калас кажа про новый пакет санкцый у дачыненні да России. Там называется лічба 250 розных імёнаў, якія будуць туды унесеныя, уключаныя. А Беларусь что? Я думаю, Беларусь там тоже будет, там, скажем так, представители Беларуси будут тоже отражены, но это не 21 пакет, это просто отдельное согласование по физическим лицам. По юридическим лицам еще пока нет согласования, однако все необходимые материалы были еще несколько месяцев назад направлены. После этого мы посещали несколько раз Брюссель. Поэтому, ну, опять-таки, от нас ничего не зависит. Мы также находимся на постоянном контакте с нашими украинскими партнерами. В общем, и по вопросу украинских санкций, и по вопросу европейских санкций. Есть также небольшие, скажем так, правильные, я бы сказал, наверное, сигналы из США, где также, в общем-то, хотят принять там поправки там, в Конгрессе, если не ошибаюсь, по поводу запрета на снятие санкций с Беларуси до момента прекращения соучастия Беларуси в войне против Украины. Так что, ну, потихоньку работа идет, хотя, конечно же, лето — это не самый лучший такой период времени для работы вот по этому направлению. Ну что ж, давайте до іншай тэмы яшчэ звернемся. 11 ліпеня я читаю інфармацыю у тэлеграме таксама Белпола. Дарэчы, подписывайтесь на тэлеграм-канал Белпола. Белпол узяў удзел у нарадзе па пытаннях бяспекі. Я калі гэта я прачытаў, адразу была думка: ну, апошнія падзеі, там агентура, маргінез, усё астатняе, унутраныя праблемы, якія ёсць, хутчэй за ўсё і выклікалі неабходнасць сабрацца, абмеркаваць, як гэтаму ўсяму супрацьдзейнічаць і гэтак далей. Але потым чытаю, галоўнай тэма стала магчымая эскалацыя вакол Беларусі, яе ўплыў на бяспеку рэгіёна. Удзельнікі абмеркавалі прыкметы падрыхтоўкі рэжыма Пуціна да новага этапа эскалацыі, а таксама рызыку выкарыстання тэрыторыі Беларусі і уцягнення рэжыма Лукашэнкі. Слухайте, ну собраліся, ну абмеркавалі, а як дымсілы могуць паўплываць на гэтыя працэсы? Ну, нас пригласили, мы были приглашены и непосредственно там участвовали, и нам было интересно послушать и представить свою какую-то экспертную оценку тому, что происходит. Но в основном мы, безусловно, слушали те материалы, которые были подготовлены профильными направлениями из Объединенного переходного кабинета. Некоторые вещи, с какими-то вещами мы согласны. Какие-то вещи, в общем-то, кажутся нам спорными. Ну, а некоторые вещи, ну, по нашему мнению, могут быть перспективными, опять-таки, но здесь лучше в этом разбираются те люди, которые об этом, в общем-то, и докладывали. Это полезно, чтобы понимать вообще, провести такую оценку того, что у нас есть, что мы можем, и разработать какую-то действительно стратегию для под разные
ситуации, под развитие разных ситуаций. То есть может быть по-разному, и поэтому необходимо быть готовыми. Но здесь, наверное, более подробно, более интересно про это может сказать представитель УПК, нежели чем мы. С нашей стороны это было достаточно полезно. Повторюсь, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Свое мнение по многим вопросам мы озвучили по ситуации в Беларуси. Очень много чего слышали, в принципе, из докладов людей. То, что говорим, в общем-то, мы, то, где мы являемся, в общем-то, и первоисточниками, просто поэтому просто послушали. Як вас перефразовали. Ну да, то есть со стороны как бы тоже интересно, ну и, наверное, все. Асобая ўвага была надзеленая падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, супрацоўніцтву з Украінай і ўзаемадзеянню з міжнароднымі партнёрамі. Ну, ўзаемадзеянне з міжнароднымі партнёрамі пакінем, гэта нормально, гэта зразумела, по гэтаму працуюць даўно. Падтрымка беларускіх добраахвотнікаў. Мы ж не адзін раз чулі про тое, што палітычныя структуры не маюць магчымасці падтрымліваць мілітарысцкія любыя там ініцыятывы, суполкі, полк Калиновского и так далее. Нечто поменялось? Ничто не вечно под луной, скажем так. Есть определенные вещи, есть определенные действия, которые, в общем-то, и изменения определенные, которые, ну, могут изменить эту вот формулировку. Не помощь, не иметь отношения к там парамилитарным вопросам. Так, Владимир, здаецца, вы не разом с Ковалевским в училище на дипломата. Что-то вот так вот... Не дай бог. Так вот, что-то как-то вот... Не, ну, понимаете, это же больше вопрос именно к тем, кто это организовал, и к политическим структурам. Мы там были, в общем-то, как аналитики, эксперты в сфере безопасности, которые обладают эксклюзивной информацией, которые знают о многих вещах не так, условно, где-то прочитать, а из документов. Поэтому мы давали там свою справоздачу небольшую, и слушали то, о чем говорят именно люди, которые больше имеют отношение к там, политическому флангу. И из того, что мы услышали, как по нашему мнению, действительно ситуация меняется. Но надо меняется, она не меняется. Нужно находить инструменты для помощи. Потому что если касаться Украины, то здесь никто нам не будет никак указывать, как нам работать с Украиной. Мы и сами будем работать. Это не имеет отношения никаким там, условно, взаимоотношениям в целом Димсил с Украиной. У нас есть свое направление, мы его делаем, у нас есть свои контакты, и мы работаем по данному направлению уже не один год. А по добровольцам, если есть возможности, необходимо помогать. Если таких возможностей нет, то нужно находить такие возможности, находить инструменты для помощи. И, насколько мы понимаем, такие инструменты есть. Ввогуле, нейкім чынам вот тыя структуры беларускія, якія знаходзяцца ў Еўрасаюзе, там Польша, не ў Польшы, там пачынаючы ад офіса, кабінета, вы там, можа быць, там іншыя суполкі, могуць нейкім чынам уплываць на палітыку Украіны адносна беларусаў унутры Украіны, якія знаходзяцца. Я пра тую вось дыскусію, якая днямі была, што, маўляў, дэмсілы нічога не могуць зрабіць для того, каб палепшыць сітуацыю і з легалізацыяй і з усім астатнім для беларусаў. Беларусы унутры, якія жывуць ва Ўкраіне, самі там нешта робяць, а тут вот калі нешта і здараецца, то прымазваюцца, а самі ні на што паўплываць не могуць. Чтобы достичь каких-то результатов, необходимо работать. Я считаю, это мое такое исключительное мнение, что если поставить цель... Слушайте, мы так всегда и работаем. Мы ставим перед собой цель, которая кажется изначально вообще недосягаемой. Это невозможно. Но мы двигаемся к этой цели, мы работаем, и в конечном итоге мы ее достигаем. Так было по множеству направлений с той же самой Украины. И я думаю, что... Да, я прекрасно знаю о том, что ситуация там очень сложная, с легализацией там... И это не только касается белорусов, это касается вообще иностранцев там сейчас. И эта проблема касается действительно очень многих белорусов, которые находятся в Украине. И работать, нужно поставить перед собой цель, работать, но нужно сперва, конечно же, оценить
те силы и средства, которыми мы обладаем, те интересы, которые есть у Украины, и как-то вот это комбинированно, в общем-то, создавать такой вот инструмент, где и Украина будет что-то получать от этого, и мы будем что-то получать от этого. Потому что тоже, вот, не могу все рассказать, но как получилось с теми же самыми пленными, военнопленными. Это идея, которая появилась случайно во время разговора на абсолютно другую тему, которая уже там, по которой мы работаем не один, скажем так, месяц, но благодаря вот этому направлению, которое не один месяц развивалось, случайно поднявшийся вопрос по пленным был воспринят как, слушайте, а почему бы нет? Давайте мы это реализуем. И сначала мы так это послушали, давайте так как-то так. Это никто до нас такого не делал, а потом нам говорят, нет, так мы серьезно, давайте готовиться, и мы это сделаем. Оба мы это сделали. Примерно то же самое, как вот, там, может быть, не близко, но все же, там еще пару лет назад, там, в 22-23 году, белорусов не хотели, белорусскую делегацию не хотели, то есть видеть там в Литве, если не ошибаюсь, были там возложения цветов. Белорусская делегация, Тихановская, офис в сторону нет, украинцы не хотели. Прошло несколько лет, ситуация изменилась. И это не просто потому, что ситуация изменилась вот так вот в Киеве. В один момент проснулись и решили, что давайте как бы... Нет, это множество небольших направлений, какие-то больше, какие-то меньше, двигались, достигали каких-то результатов, мы пришли в эту точку. Поэтому я думаю, что если поставить цель, обладая, в общем-то, достаточно широким кругом различных партнеров, можно достигнуть там определенных результатов. Но нужно работать, безусловно, нужно работать. Особенно работать тем людям, которые имеют отношение к политическому крылу, но при этом которые находятся в Украине. Я хотел бы яшчэ вот такі момант, можа быть, закрануць, сыходзячы з гэтага. Так, я нездарма пачаў сваю размову на вось гэтую вот тэму, гэта нарады па бяспекі, ад вот які ў мяне там адразу там чаканні было некалькі момантаў сапраўды, што-то чым далей, тым больш вось гэтых нейкіх знаходзіцца людзей, якіх там не просто падазраюць там у супрацы, а доказы з'яўляюцца, што ён працуе там на нейкую выведку, там на КДБ, на ФСБ, яшчэ невядома куды, розныя кейсы з'яўляюцца, плюс працуе КДБ лукашэнкаўская, пастаянна спрабуе закідваць людзям праз месседжы, тэлеграмы розныя прапановы, не ўсе знаходзяць сілы і магчымасці, каб ухіліцца ад гэтых прапановаў і гэтак далей. З другого боку, вот у працяг тэмы пра легалізацыю я таксама кажу, слухайце, што-то там стала апошнім часам больш дэпартацый з Польшы. Мы ж беларусы, мы ж такія законапаслухмяныя. З аднаго боку, да, там коцікі, там не асабліва, хаця ёсць, канешне, і тыя, хто там нейкае злачынства здзяйсняе, але зараз вельмі такая сітуацыя напружаная ў тым сэнсе, што спецслужбы і польскія, і не толькі польскія насцярожана глядзяць у бок дыаспары як беларускай, так і украінскай, што агентуры-то там хапае, а ім гэта вельмі не падабаецца. І таму я кажу, можа ўсё ж такі дымсілы зразумелі, што гэтае пытанне нейкім чынам трэба ставіць на павестку, спрабаваць вырашаць, не? Такие очень сложные вопросы у вас. Давайте так, поэтапно. Депортации, да, но это депортируют, как правило, белорусов, которые приехали сюда по визам, которые совершили те или иные, там, например, там, административное правонарушение, или там даже уголовно наказуемые, там, по отбытию их, например, депортируют. В общем-то, есть такая проблема и есть такая тенденция, что и лично мое мнение, такого даже, наверное, будет больше. При этом всем белорусы — это вот ошибочное мнение на самом деле. Это мы котики такие все, добрые, хорошие. Мы просто люди. И есть разные люди. И белорусы есть разные. Я сколько встречаю различных видео, где белорусы там
там Германии или еще где-то выступают. Там, да, там Лукашенко нормальный, Путин нормальный, все остальное. Люди работают, ну, люди, точнее, приезжают, работают и возвращаются в Беларусь. Это никак не влияет на их там мировоззрение и так далее. Если говорить уже в вопросе безопасности внутри демократических сил, то, ну, это очень сложный вопрос. Насколько я знаю, должен быть поднят на этот вопрос именно полиграфа в рамках Координационного совета. По-моему, это абсолютно обоснованно и оправданно, и не надо этого бояться. Повторю, я много раз об этом говорил в различных интервью, что у нас не так много инструментов, которые мы можем использовать. И такой инструмент — это один из, ну, опять-таки, немногих инструментов, и им надо пользоваться. В общем-то, из-за того, что у нас такая вот горизонтальная форма демократических сил, нет, никто никому ничего не отчитывается, никто никому ничего не говорит, и потом появляются такие ситуации, которые в общем, бьют на самом-то деле по всей репутации всех демократических сил, и диаспоры, и в целом. Это надо решать, но буду откровенен, я не верю в то, что это будет решено. Ну, если до сих пор нужно людям там на шестой год, а некоторым там и на 20-й год борьбы с системой объяснять, что это важно, то есть до них все равно еще не дошло, ну, то я не думаю, что до них это дойдет. Дякую вялікі. Ну, в прынцыпе, Надежда, конечно, надежда умирает последняя, безусловно. Ну, ёсць ужо ваш прадстаўнік таксама у складзе Координацыйнай рады. Это кто? Что, нема никого? Нет никого. Мы же никого не делегировали, сами отказались. В общем-то, мы полностью дистанцировались. Все, что делал, это делал Кабанов. Чисто пытались мы максимально показать, кто идет в Координационный совет, но мы нет. Ну, асабіста вы, да, як Белпол, да, ну, скажем, блок воля блізкі вам по... блізкі. По духу, да, які стаіць на тых же самых прынцыпах, што датычна полиграфа, да прыкладу, так что... Ну, полиграфа, Украины, санкций, всего это важно, но, повторюсь, здесь нужно, чтобы до всех наконец-то дошло. У нас не так много инструментов, то, что есть, мы должны пользоваться. Это не надо бояться, здесь никто никаких там тайн, которые там ваши личные тайны. Это ваши проблемы, это вы с ними там живите, и все остальное. Здесь важно, чтобы была максимальная безопасность. Но это приходится постоянно объяснять, обсуждать, доказывать, но если люди на 6-й год активнейшей борьбы с системой до сих пор этого не поняли, им нужно это доказывать, то что тут можно сказать еще? Дякую вялікі. Як тут написал Вожик Патрыёт, рэспект Владимиру за паслядоўную працу. Вот сапраўды, бачыце, стаіць на сваіх перакананнях і на іх і стаіць, не перабуваецца ў палёце в залежнасці ад нейкіх веянняў. Замолчал так. Нет, я слушаю. Говорит, рассказывайте. Дякую вялікі. Владимир Жигар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, был у нас у эфире. Слухайте, глядите, подписывайтесь на YouTube канал Белпола, ну и зразумела, на YouTube канал Еврорады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жывешна.